Мехрибан адамлар, салам. Мен Сидулен Енидим. Дорогие мои, я снова с вами. Хочу продолжить рассказ, который начала в прошлом ролике. Значит, о том, как я делала первые шаги в кино. Попав на территорию киностудии, я уже рассказывала, я получила приглашение на кинопробы фильма «Волшебная книга Мурата». Мой режиссер Мухаммед Соимханов, также очень знаменитый человек, который снял много фильмов. «Гепард», «Мой друг Мелегуш», «Волшебная книга». Мурат, можно сказать ребятам, что ты пошутил. Пошутил и все. Отбирал детей по способностям, по внешности. И я сама удивляюсь, как с первого кадра смогла, не боявшись камеры, осветительных приборов, сыграть спокойно и стоять перед большим количеством людей. Вот это очень сильно повлияло на то, что выбор остановился на мне. После того, как меня утвердили на главную роль фильма, героиню звали Айгуль. Мои родители на тот период, это был летний период, уехали отдыхать за пределы Туркменистана. А меня, маленькую девочку, 10 лет, отправили в пионерский лагерь в Фирюзе. Ну, конечно, как все дети, я начала хвастать, рассказывать всем о том, что буду играть в новом фильме, главной роли. Ну, совет детей решил, что меня нужно приукрасить. Я очень скромно выглядела, с причесанными волосами, с бантиками. В общем, они постановили, что нужно было подстричь мне челку. Каждый из детей резал по кусочку, пока не дорезались до того, что остался маленький клок лба. Дети, сделали свое дело, ушли отдыхать. А я осталась похожа на мальчика в бантиках. Можете представить реакцию, когда пришел режиссер и, увидев из своей скромной девочки мальчика в платье и с бантиками, он не отступил и оставил меня играть эту роль, чем я ему очень благодарна, светлая ему память. Я осталась его актрисой впоследствии. Он всегда приглашал меня на свои фильмы. Я была ему очень преданной актрисой. Вот таким образом состоялся мой веселый, смешной дебют в кино.